Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня в гостях у компании «Новатор», которая занимается теплыми окнами. Так как мы постоянно ставим панорамные окна размером 2 метра в ширину, 1,80 м в высоту, возникает вопрос, могут быть теплопотери через окна, и для того, чтобы это исключить и нашим клиентам, друзьям, землякам было комфортно, мы сегодня пришли в гости и хотим вам рассказать о новой компании, которая занимается теплыми окнами. Друзья, давайте познакомимся с директором компании «Новатор», который занимается теплыми окнами. Здравствуйте, меня зовут Роман. Самими стеклопакетами мы занимаемся именно греющими, да? Занимаемся уже 3-й год. То есть уже это не 1-й год, который мы работаем, а как компания открылись только в этом году. В общем, в этом году мы построили где-то 40 объектов, и буквально все заказывают панорамные окна. Теплопотери через панорамные окна высокие, да. Поэтому мы дополнительно утепляем эти окна. Мы туда ставим очень много радиаторов. Но это можно исключить и другие технологии использовать. Поэтому мы сегодня у вас в гостях. Расскажите про ваши теплые окна. Технологии сами в России изобретены эти стеклогреющие, да? А так производство в Москве находится. Срок изготовления 2 недели и срок поставки, соответственно, с Москвы 2 недели тоже. До 2 недель точнее. Месяц-полтора. Месяц-полтора Да. установка, доставка. Да. Размер может достигать от 3 до 5 метров. 3 на 5 можно сделать стеклопакет даже. Понимаете? Целый лист и без разделения, просто один целый стеклопакет 3 на 5 метров. 3 метра на 5, это же шикарно. Целую стену можно стеклянную сделать, да? С потолка до пола. Да. Это же вообще супер мечта. Скажите, как на заводе делают эти теплые окна, технологию? Берется сырое стекло, обрабатывается ЧПУ станком, на ЧПУ станке делаются соты, потом идет на закаливание, печка есть закаливание специально до 70 градусов, нагревает стекло, потом резко охлаждают. Это называется процесс закаливания. Потом после этого выходит на свет, и наносится металлическое напыление. Да. Напыление из внутренней части стекла, именно этого стекла. Да. Металлическое. Металлическое. Да. Ясно. А потом, соответственно, наносится шина, через которую проходит ток. Туда запаиваются провода, и собирается в стеклопакет. От 0 до 50 можно нагреть, 55 градусов точнее тепла. И можно регулировать терморегулятором. То есть любой терморегулятор, абсолютно любой ставится. Ребята, тогда вы можете в минус 40, когда у нас в ноябре, декабре, январе, феврале, в минус 40, просто включить теплые окна на 4 месяца, да? И решить вопрос очень красиво. Слишком жарко бывает. Клиенты поставили у нас окно, они на максимум никогда не ставят. Ставят на середину. И тогда оптимально. Просто зона комфорта создается, и уже холодом не веет с окна, и все. Середина это 25 градусов, ребята. Не обязательно до 40, до 50 градусов греть окно. Можно на оптимальные 25 поставить и эти 4 холодные месяца спокойно, с комфортом перезимовать. Теперь по цене. Сколько стоит такое окно? Тут считаются по квадратному метру. Одно панорамное окно 2-метровое ширину и 1,80 м в высоту сколько будет стоить? Так, одно такое панорамное окно это у нас 3 квадратных метра. И с доставкой и установкой, то есть, у нас будет 67 500 рублей. У нас в основном клиенты заказывают на кухню панорамное окно и в гостиную, если закажут. Если на кухню и гостиную, то это 135. Да, ребята, можете заказать 2 панорамных окна, теплых, с датчиком управления температуры и спокойно, с комфортом перезимовать. Поэтому, кто хочет из Москвы теплые окна, приходите сегодня, потому что у нас ипотечный процесс длится 3 месяца. Если вы пришли сегодня в декабре, у вас все сдвинется только в феврале месяце. И, соответственно, доставка окон у вас 1,5 месяца точно будет. Поэтому, пожалуйста, приходите, заказывайте дома, заказывайте теплые окна.
Сколько киловатт тратится на одно панорамное окно двухметровое? Так, на одном квадратном метре, да, если максимально нагреть стекло до 55 градусов, это 400 ватт потребляемость. 2 на метр 80 это 3 квадратных метра. И в месяц, если включить ее на максимум, то есть 55 градусов, да, обойдется где-то 4000 рублей. 4000 Да, одно на одно, панорамное да, окно. одно панорамное Мгм. окно. В основном у нас клиенты заказывают два панорамных окна. Одно панорамное окно на кухню и гостиную. Значит, в месяц на панорамное окно 4000 будет, да? Если включить его на максимум, но на максимум все равно никто не включает, потому Ага. что жарко становится. Если его включить не на максимум, а на 25 градусов, да? Да. Тогда ежемесячный расход на Ну, панорамное окно на одно окно тогда 2000 будет. 2000. Да. Если окно поставить на 25 градусов, Да. 2000 на одно панорамное окно. Да. Если два панорамных окна, кухня, гостиная, 4000. Да. Мгм. Если у нас 4 холодных месяца, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 умножаем на 4, 16 тысяч на панорамные окна, на самые холодные месяцы. И можно с комфортом Пережить. да, зиму. пережить зиму, перезимовать с комфортом, поставить себе греющие окна, да? Мы живем в Якутии, поэтому греющие стеклопакеты – это необходимость. Полностью заменяют радиатор, ну и предотвращают появление конденсата. Давайте использовать новые технологии. Ждем вас в офисе на Амосова 18. Мы вам панорамные окна с подогревом вместе с Романом сделаем. Да, обязательно.